По всей стране проходит акция «Оберегая природу». Присоединиться к ней решили и экологи Алроса. Они отправились к школьникам Вилюйской группы районов. Подробности у Романа Муконина. Начать акцию «Чистая вода» экологи Алроса решили со школы села Эльгяй в Сунтарском районе. Это здание было построено в 2015 году на деньги компании. Гости привезли учащимся профессиональный мини-лабораторный комплекс, который позволит существенно повысить образовательный процесс. Сегодня ваша школа является первой, кто получает вот такую маленькую экспресс-лабораторию по возможности определения состава водной среды, состава и качества воды, и точно так же состава и качества атмосферного воздуха. Я думаю, что работая в каких-то или изучая, то есть на уроках географии, биологии, или то есть находясь в каких-то натуралистических кружках, вам будет, наверное, интересно, в том числе самостоятельно, собственными руками, то есть провести вот эти маленькие исследования. Открыть ящик доверили школьнику, задавшему самый интересный вопрос. Внутри были колбы, инструменты и реагенты, а также экологические учебники с инструкциями. Как прокладываются точки, где необходимо и где интереснее всего проводить непосредственно опробирование. Конечно, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, когда работаешь с теми реагентами и материалами. Помимо лаборатории детей ждали и другие подарки в рюкзачках для школьных принадлежностей. Не забыла компания и про взрослых. В местных поселениях на деньги Алроса начато строительство водоочистных станций. Руководство компании «Алроса» очень тщательно и очень внимательно относится к работе с муниципалитетом. А сейчас мы работаем очень плотно с подрядчиком целевого фонда «Будущее поколений» и с Министерством жилищно-коммунального хозяйства для установки водоочистных станций, которые будут обеспечивать чистой питьевой водой население Сунтарского района. Далее гости с детьми отправились на берег Вилюя, чтобы очистить его от различного мусора. За час работы ребята собрали несколько мешков, а значит, берег чист и состояние воды в Вилюе также не вызывает опасений. Данные по результатам мониторинга, фоновые концентрации в пределах нормы, поэтому превышение допустимых нормативных показателей металла и так далее нет. На следующий день экологи Алроса отправились на встречу с первоклассниками села Маар Нюрбинского района. Их встретили там концертом и праздничным столом. Местной школе также была подарена мини-лаборатория «Пчелка-У». После этого с детьми провели акцию по очистке берега реки Марха. В дальнейшем экологический центр Алроса планирует продолжить подобные визиты. И следующий на очереди – Вилючанский лицей-интернат в Сунтарском районе. Там экологи планируют оснастить лабораторию на сумму более 1 миллиона рублей. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».